соли 1982 вақте ки ман дар синфи панҷум мехондам, ба унвони он вақт дарвозабони машҳури мунтахаби иттиҳоди шӯравӣ ва Спартаки Москва як номае навишта будам. ва мусаллам аст ки дар он гирӯдор ки ба унвони Ринат Дасаев ҳазорон нафар нома менавиштанд, ман ҷавоби мактуби худро нагирифтам ва ман дар он нома изҳор доштам ки хеле орзу дорам ки бо Ринат Дасаев як рӯзе вохӯрам. инак бо гузашти бештар аз 40 сол ин чиз иттифоқ афтод ва дар як ҳайати собиқадарони футболи мунтахаби Россия Ринат Файзрахмонович Дасаев ба Тоҷикистони мо ташриф оварданд то дар доираи як бозии дӯстона ки ба шарафи рӯзи ҷаҳонии футбол баргузор мешавад ширкат кунанд. Ринат Файзрахмонович, добро пожаловать. Спасибо. Первый раз в Таджикистане? Я первый раз в Таджикистане, да. Успели посмотреть город, нет? Да нет, в общем-то, не очень. Так, из машины, в общем, там кое-что показали. Вот. Ну, вы знаете, наверное, все-таки город преобразовывается в лучшую сторону. Поэтому новые дома, новые дороги, дороги хорошие. Вот. Я считаю, что нормальная, в общем-то, жизнь у вас. Как вам идея провести такой матч? Дружеский, ну, вы знаете, идея-то хорошая. Почему? Потому что, наверное, все-таки надо ездить по тем, в общем-то, странам, когда были мы вместе, понимаете, как, в общем, допустим. Вот мы недавно, 2 года назад ездили в Киргизию, где тоже такой матч проводили. Вот. Сам президент играл, он бывший футболист, вот, он сыграл тоже в этом матче. Поэтому я думаю, что эти матчи хорошие. Вспомни свое, в общем, наверное, детство свое. То, что когда ты играл в футбол, вспомни друзей, очень, наверное, хороших, которые вместе встречаются. Поэтому я считаю, что эта идея очень хорошая. Это хорошо, что теперь у футбола есть Всемирный день вообще? Ну, вы знаете, конечно, я считаю, что этот день, он всегда должен был быть, может быть, раньше, но сейчас вот сделали, и день футбола, я так считаю, что... Почему? Потому что, наверное, и в вашей стране, и у нас, наверное, очень футбол самый популярный вид спорта, да, поэтому любят его все. Поэтому я считаю, что это правильно, что день футбола. А про таджикского футбола вы что-нибудь знали? Ну, конкретно нет, потому что ваш чемпионат практически не показывает, поэтому мне трудно, в общем-то, наверное, сказать, как у вас развивается футбол. Но видели матчи, когда играла сборная, в общем-то. Есть хорошие ребята, которые играют не только у вас здесь в стране, но они у нас играют. Да, поэтому я считаю, что ваш футбол должен развиваться. Почему? Потому что вы здесь любите все футбол. А во времена Советского Союза? Памир играл? Во времена Советского Союза, в общем-то, назывался Памир, да, Душанбе, поэтому наш хороший друг и мой хороший друг Гес, который играл. Эдгар Гес, да? Он в Памире играл, потом перешел в Спартак. Потом перешел, да, в Спартак. Да. Мы до сих пор вместе дружим. Вот я ему недавно тоже созванивались, говорили, он живет там в Узбекистане, вот, и, в хорошем состоянии, молодец, так что радостно очень встречать друзей, с которыми ты играл. А вам не удалось с Памиром играть, да? Нет, не удалось. Я как раз приехал в Спартак, и была выездная серия. Это в 1977 году? В 1977 год, да, Узбекистан и Памир Душанбе. Меня хотели взять в эту поездку, но так как я не был заявлен, в общем-то, я не поехал как раз в эту поездку. Вы случайно стали вратарем? Если честно, наверное, да. Почему? Потому что я занимался раньше плаванием, тоже довольно-таки неплохие успехи были, вот, но потом мне сделали операцию руки, я полгода где-то не занимался, вот, и меня больше плавание не привлекало. Как у нас, как у вас раньше тоже во дворах все время играли в футбол, я как маленький, младший, меня оставили, в общем-то, в ворота, какие-то задатки были, да. Просто сидели дома, папа сказал, говорит, что ты сидишь дома, давай попробуем в футболе. Попробовали в футболе. Я пришел, в общем-то, тренер так увидел, щупленький, худенький, там, вроде так не подойдет. Потом пришли на тренировку раньше, минут на 20, наверное, я, ребята и тренер был. Я встал в ворот, никого не оставил. Ребята начали бить. И тренер увидел, говорит, давай попробуем ворот. С тех
времен я и стал. Сразу начали отразить удары. Ну, да? естественно. Ну, потому что во дворе, вы сами знаете, Да, там, да, да. там же играть со взрослыми, там попробуй пропусти, сразу напихают и скажут, ты, знаете, как... Школьные сумки Ну, ставились. естественно, да. Или кирпичи Да. ставили, так что... А в «Спартак» когда переходили, кто вас позвал в «Спартак»? Ну, Спартак за мной следил давно. Почему? Потому что... так Это же когда вы в Болгарии играли, Да, да? я в Болгарии играл с 74 по 77. Седьмой. Да. Вот. Но зимой, если вы помните, мне все время проходил такой турнир спартаковских многих команд, которые были. Вот. Но я на этот турнир не поехал, потому что мне сделали операцию колена, мениск. Вот. И туда поехали на это, в Волгарь поехал. Ну и Бесков спрашивал обо мне. Он говорит, ну его здесь нет, он остался, у него операция. Он говорит, ладно, хорошо. И пошел наверх смотреть игру. Ну, так как там был один вратарь, второго запасного не было, они вписали мою фамилию. Ну, после игры прибегает Бесков с Николаем Петровичем, говорит, это как, где Досаев? Они говорят, ну нет, как нет, а что вы заявку пишете? Ну, они, в общем-то, кое-как объяснили им, что на самом деле. Вот. Ну, и это мне приехали, рассказали ребята и тренер. И летом, по-моему, если не ошибаюсь, в июне месяце, вот, приехал за мной, такой был Игорь Борисович Фролов, который занимался, был тренером в «Спартаке». Вот, и я как раз, у нас поездка была Белгород, Курск, Орел, и вот с Курска меня забрали в «Спартак» сразу. Бесков он какой? Он жесткий такой? Нет, и ну, одно вы время знаете, такой... человек, конечно, жесткий. Вот. Ну, если, допустим, кого-то он полюбил, то это уже навсегда, допустим, меня он полюбил и постоянно, в общем, ко мне относился так, снисходительно, можно сказать. Вот. А так человек очень жесткий, ну, требовательный, понимаете, как. Ну, Скорее всего, требовательный, чем ну, жесткий, да? естественно, да, но благодаря ему, в общем-то, мы попали и в «Спартак», и в сборную, стали играть. Почему? Потому что практически вся команда, если брать, допустим, не 77, а уже 78, вся команда со второй лиги ребята пришли. Вот. И из нас сделал очень футболистов всех. Есть одна гипотеза, говорят, что Бесков сказал, если не знаешь, что делать с мячом, отдай Гаврилову. Ну, если честно, я не знаю. Единственное, что я могу сказать, что у нас такая стратегия была на матч. Допустим, подают угловой или штрафной, что Гаврилов в штрафную не приходит, а стоит на радиусе центра поля. Чтобы побежать туда. Нет, чтобы я поймал и сразу выбросил ему. Как? Ну, так у нас несколько голов получалось. Я выходил на выход, бросал рукой Гаврилову, и он дальше делал передачу нападающим, там забивали. Постоянно рукой отдали свои Ну, вы знаете, не, в Болгарии я практически рукой не выбрасывал. Это было наставление или это... Нет, что? нет. Дело в том, что я выбивал ногой. Потом, когда я пришел в «Спартак», естественно, поговоря и с Бесковым, и он мне посоветовал, в общем-то, водить мяч рукой, потому что я посмотрел записи также Льва Ивановича Яшина, который выбрасывал рукой. Вот, но на самом деле это более эффективно и более точно, и приятно партнеру принимать мяч. И вот в «Спартаке» я уже практически начал играть рукой. В 1979 году вы стали чемпионом СССР, да. И сразу вас... Меня еще в 1978 приглашали в сборную. В сборную, да? Не в 1979? Нет, в 1978 я был в списке сборной. Вот. А играли в 1979, да? Товарищеский матч с ГДР. С ГДР первый играл, да. 1-0. Да. В 1978 меня приглашали, и я как в списке был расширен. Да, в расширенном списке вы попали, да? Но играть я не играл за сборную, потому что они уехали в Японию. Я имею в виду, первый матч ваш был в 1979 году. Да, в 1979 Вот это именно товарищеский матч. Да. Вот какие первые ощущения, Ринат Файзахманович? Вот страна большая, такая огромная, Советский Союз, тут написано СССР. Не, ну то, что написано СССР, естественно, это гордость, понимаете как. Но у меня внутри такой боязни не было, понимаете, почему? Потому что, если будешь бояться, тогда на поле смысла выходить. Да, какой-то там, допустим, мандраж должен быть, что-то нервозность какая-то, но боязнь не должна быть. И это на самом деле так, потому что если боишься, лучше на поле не выходить. Поэтому я выходил спокойно, уверенно играл. Ну, это хорошо, что первый матч – это товарищеский матч. Да, товарищеский матч. Да. Товарищеский матч, а не официальный, потому что там… в официальном, также в 1979 году я сыграл с греками, мы 1-0 проиграли, отборочный матч на Европу.
Ренат Файзрахмонович, тогда вы на кого равнялись? На кого похожим хотели? Все на Яшина? Ну, как вам объяснить? Ну, естественно, когда был маленький, в общем-то, естественно, кумир и был Лев Иванович Яшин, хотя мало я игр-то его видел, там последние игры, допустим, за «Динамо», и потом прощальный матч его, который был. Вот. Но я перед собой всегда ставил цели. Понимаете, когда я играл, допустим, был маленьким, да, я стремился попасть в команду мастеров там, Волгарии. Попал туда, естественно, ставил цели двигаться дальше. Потом, придя в «Спартак», попасть в сборную. Сборной, ну почему все становятся лучшими вратарями, а почему не я? Поэтому я хотел стать лучшим вратарем. И вы знаете, ну, наверное, все-таки я, если честно, такого яркого, чтобы я, допустим, от Валерия Ивановича взял кое-что. Потом, допустим, также мои друзья, там, Шумахер, Жан-Мари Фаф, там, Помпиду, другие. Брал у них что-то хорошее, понимаете, и потихоньку он воплощал. Поэтому я в тренировках смотрел, подойдет это мне или не подойдет, понимаете как. Поэтому я старался быть, в общем-то, ну, как можно сказать, индивидуальным, понимаете как. Вот, и чтобы свое что-то приобрести. Но я могу сказать это точно, 100%, что наша советская школа была одна из лучших в мире. Поэтому, ну, возьмите, начиная с Хомича, там, с Яшина, я потом, в мое время столько вратарей было, возьми любую команду, как вратарь, который мог играть в сборной, понимаете как. Да. Поэтому... Михайлов, Чанов. Это, ну, естественно, конечно. Бирюков, вратарь «Зенита». Так самое интересное, вот за 12 лет, за 13 лет, что я был в «Спартаке», прошли очень много вратарей. И все вратари, которые прошли спартаковскую школу, играли в топовых клубах. Это, допустим, Миша Беляков у нас был в «Зените», допустим, Черчесов, потом ушел в «Локомотив», Прудников был в «Динамо», Хапов в «Алании», допустим, был Стаучи у себя в Даву, потом ушел в Даву Ригу, потом Пчельников тоже. Понимаете, все... Габелия пораньше был, да? А? Габелия, Отар Габелия. Это чуть Нет, в мое время. Но он старше, время, да. он старше меня, но в мое время, конечно, да. мы вместе. Он тоже хороший вратарь был. Ну да, я же говорю, в хорошие вратари были. Олимпиада. Ну, мы проводили очень хорошую Олимпиаду. Бронзовый медаль получили. Какие воспоминания? Ну, вы знаете, обидно, наверное, все-таки упустить шанс, который, в общем, давался, команда неплохая была. Ну, видите, футбол такой, что есть везение, есть невезение. Понимаете, столько моментов было и столько моментов не реализовать с ГДР. Конечно, это обидно, понимаете как. Также и обидно было, допустим, вот 88-й год в финале с голландцами. Тоже обидно, понимаете. Сами голландцы подходили, говорят, ну, первую игру вы должны были проиграть. Мы должны выиграть. А вот в финале они говорят, что вы играли лучше, но счастье подфартило нам. Поэтому это футбол такой. Они говорили, проиграли Досаеву. Это ребята, да, тренеры и ребята. И на пресс-конференции, когда они проиграли нам, спросили у тренера, у ребят, они говорят, вы проиграли? СССР 1-0 туда-сюда. Они говорят, мы не СССР проиграли, а мы проиграли Досаеву. Вот, так что. А в 88 год этот гол Ван Бастена, вот сам Ван Бастен сказал, что это случайный гол. Да, случайный гол, конечно. Ну. Тут, понимаете, череда случайностей и ошибок. Допустим, Олейников не отвернись, мяч бы в него попал. Он отвернулся, и мяч пролетел. Поэтому тут... Это долго в голове крутилось потом? Не, ну, естественно, до сих пор крутится, как он попал, понимаете. И я думаю, мог отбить, но тут очень тяжело, по такой траектории очень тяжело было отбить, понимаете как. Вот. И, конечно, он остается. Я все время говорю, Ван Бастен этим голом стал Ван Бастеном. Вот именно. А Досаев стал Досаевым, который пропустил, понимаете. И вспоминает и Досаева, и Ван Бастена, понимаете как. Не, Ван Бастена, Досаева до этого тоже вспоминали, честно говоря. История с Кораном, правда? Да, естественно, я всегда в моей сумочке там запасные перчатки были, и все время был Коран. Что здесь, что за рубежом, что в сборной, что в Севиле, когда я играл, то же самое. Когда из «Спартака» уходили в Севилью,
Думали, что когда-нибудь вернетесь в «Спартак» или Нет, уже? конечно, я думал. Ну, тут, понимаете, как случилось, я уехал, у меня контракт был на 3 года, я думал, после 3 лет я опять сюда приеду, в «Спартак». Вот. Но когда у меня закончился контракт, и я общался с друзьями, и, там, с родными, и они мне, в общем-то, так сказали, нам, говорят, если возможность есть, останься. Я поговорил с супругой, с моей первой. Вот, она говорит, ну, Ренат, если такая ситуация, что ехать с детьми туда? Ну, мы остались. Я, в общем-то, поговорил с руководством Севильи. Вот, у них как раз во второй команде не было тренера по вратарям. Ну, и я, в общем-то, стал работать там, вот, как тренером уже. Если сравнить вот ту часть, которую вы играли в Севилье, вы работали в Испании, и часть, которую в Советском Союзе, в «Спартаке», какая отличие вообще? Зарубежный клуб, другая игра, другой клуб, Нет, другая страна. Вы знаете, вот я честно могу сказать одно. Дело в том, что вот многие сейчас говорят, ну там за рубежом хорошо. Ну, понимаете, надо туда поехать и посмотреть. Ну, у них то же самое, что и у нас. Есть разные люди есть. Тем более в Севилье, где я был, это, можно сказать, кавказский народ, понимаете? Вот, наш. Вот, они, да, любят гулять, любят это, работать не хотят, все у них завтра. Ну, все есть то же самое, как у нас, понимаете как. Что касается футбола, понимаете как. Ну, в футболе, да, может быть что-то, но я не скажу, что большое отличие, понимаете, как, что, вот, допустим, что Реал Мадрид, что Барселона, понимаете, нет большого отличия, вот. И я не скажу, что наш футбол хуже, чем, допустим, у них там. У нас тоже нормальный футбол, мы и аргентинцев обыгрывали, мы всех обыгрывали, понимаете, как. Проблем нет. Вы знаете, вот мы первые 3 ласточки, которые поехали за рубеж, это Да. Заваров, Хидиатуллин и я. Понимаете, а после нас уже сколько ребят поехало. Да. Так они поехали не просто сидеть на лавке, они там были лидерами, они играли во всех зарубежных клубах, что в Германии, что в Италии, что в Испании, понимаете как. Однажды я разговаривал с Гуцаевым, Владимиром Гуцаевым, он сказал, что наши ребята были лучшими. Просто их средства массовой информации тогда Я их вам сейчас... расхвалили. Да, просто нет, немножко. понимаете, дело в том, но в то время нельзя уезжать, это 100% было, Да, понимаете да. как. Идеология такая Да, была. идеология была. Потом, вроде после 28 можно было уезжать, понимаете как. Но, если брать наше время в Советском Союзе, вот многие журналисты немецкие все приезжали, и они говорили, что у вас чемпионат один из лучших в Европе. Только вы его не рекламируете, мы просто Да, его не да. видим, понимаете как? Вот У вас именно. Гуцаев чемпионат... этого именно и сказал. Знаете как? Гуцаев именно этого и сказал. Ренат Фазархманович, вот были у вас такие моменты, что вы хотели все бросить и уйти? Нет, у меня таких не было. В футболе не было такого, да? Такого не было, нет. А после таких провалов тоже не было, да? Ну, вы понимаете, каждый человек, допустим, каждый великий игрок, после провалов он делает выводы. Понимаете, вот я считаю, многие говорят, что да, учиться надо на чужих ошибках. Ну, в жизни может быть, и даже в жизни. В спорте нет. В спорте ты должен учиться на своих ошибках. Почему? Да потому что ты ощущаешь это. Кто-то ошибся, ну, ты это ощущение не видишь. Почему ошибся и как? Ты не чувствуешь. А если когда ты ошибся, ты чувствуешь. И в голове анализируешь, почему эта ошибка произошла. И, естественно, делаешь выводы. Понимаете, чтобы этих ошибок больше не было. А самый запоминающий матч какой у вас? Ой, вы знаете, матчей очень много запоминающихся, понимаете, ну, наверное, первый матч, когда я сыграл за Волгай, там, допустим, первый матч, когда я сыграл за Спартак, за сборную. Но, вы знаете, у меня в голове и в душе остается матч, вот меня вызывали, я 5 раз играл за сборную мира. Да. Понимаете, как, и вот эти игры за сборную мира дают очень много, потому что ты общаешься с такими великими игроками, понимаете, как, играешь, против играешь, допустим. Вот в Англии, когда мне первый раз вызвали за сборную мира, ну там Платини, там
тот же Марадона это был, там против англичан играл, потом в Лос-Анджелесе, там, потом прощальный матч Платини, тоже сборная мира, прощальный матч с Зиком, тоже вызывали, понимаете как. Вот. В Португалии еще должен был сборная мира собираться, это самый первый мой. Вот. Поэтому вот эти матчи, они остаются в душе, понимаете, общение с ребятами, с великими футболистами. Понимаете. В 1988 году вы получили звание лучшего вратаря мира. Но, увы, мы проиграли финал. Какие были ощущения? С одной стороны, вы лучший вратарь мира, с другой стороны, мы потеряли почти все. Чемпионство в Европе. Не, вы знаете, меня признали лучшим вратарем в мире чуть попозже. Почему? Конечно. Да, через месяц где-то. Анализировали все да, это? через месяц где-то. Естественно, была обида, когда проиграли, понимаете как. Вот. Но, с другой стороны, в общем, это тоже был успех. Да. Столько лет, допустим, не попадали, допустим, в финал. Вот. Дело в том, что если брать вот все сборные, у нас самые шансы были хорошие. Это в 1982 году играть в финале чемпионата мира. Самая команда сильная была. 86-й, благодаря судьям, мы не попали, понимаете, не прошли. 88-й. Понимаете, вот 3, где мы должны были 100% быть хотя бы в призерах. Да. Но вот в Европе мы стали призерами, понимаете. А в 86 году это Мексика. Мексика, да, в Мексике мы бельгийцам проиграли, да? Да, в Мексике в 90-м я был, играл. Но в 90-е уже так было. Да, там да. Уже, как-то скептически. Мотивация не такая была, честно говоря. Мы ощущали все это. Дело в том, что Лобановский уже подписал контракт с Арабскими Эмиратами. Вот. И он уже начал к ветеранам уже относиться не так. И одну молодежь, в общем-то. Но сами знаете, одной молодежи тоже трудно, в общем-то, сыграть. И вот такой 90-й чемпионат прошел как-то так. В 1986 году мы с бельгийцами играли, да, вот этот 12-метровый офсайд. Да. Вы с этой судьей ни разу не встречались? Нет, я с ним не встречался. Это был испанец, боковой. Да, испанец. Скорее всего, нет, но дело в том, что если кто-то из нас выиграл, попадали на Испанию. Поэтому они не хотели, чтобы мы попали на Испанию. Поэтому судья так и засудил. Да там еще и первый гол, когда Шифа забивал, тоже, по-моему, не игры был. Мы так смотрели. Тогда вара не было. Если был бы вар, тогда, естественно. Ваша академия работает сейчас? Нет, сейчас уже нет. Почему? Дело в том, что у меня спонсор был казино Арбат. Вот, но так как казино уже прикрыли, поэтому спонсоров уже нет. Я искал, не нашел, поэтому пришлось прикрыть. Давайте поговорим немножко о «Спартаке». Как так вы спартаковец, я 40 лет болею за «Спартак». Что со «Спартаком» вот? Сейчас? Сейчас, вот прямо сейчас, в этой части сезона. Мне трудно, вы понимаете, мне трудно сказать. Почему? Потому что, я нахожусь, допустим, я работаю в академии, но с первой командой я не работаю, я не знаю, что там творится, как тренируют, там, как это, понимаете, как. Но мне одно, в общем-то, странно. Дело в том, что вот сейчас, на данный момент, такая ситуация, что мы не играем ни в каких играх в Европе, ни в мире, да. Сделайте так, выпускайте наших игроков, пускай играют пока наши игроки, пускай набивают себе шишки, пускай двигаются вперед. Развиваются. Да, развиваются. А что опять иностранцы? Мы на одни и те же грабли наступаем, понимаете как. И самое интересное, вот я заметил, уже 5 лет мы постоянно вторую половину чемпионата проваливаем. В чем причина? Я думаю, моя такая... Сугубо личная? Да, сугубо личная, то, что иностранцы, которые сюда приезжают, они не знают, как тренировать этот период. Почему? Потому что он длинный, понимаете, 3 месяца практически без игр. Вот. И как тренировать, как подготовить команду, в общем-то, они не знают. Если была ваша права, кого бы вы назначили сейчас главным тренером «Спартака»? Во-первых, у меня прав нету. Все-таки. У нас много. Я бы хотел всех видеть своих, допустим. Тот же Карпин есть, тоже вот Дима Оленичев есть.
тоже Черчесов есть, тот же, допустим... Юран есть. Да, Сережа Юран есть этот, Димка Парфенов. Ну, много есть. Тихонов. Ну, Тихонов, да, но он сейчас тренирует, Да, там, да, Енисей. Вот. Ну, есть ребята, почему бы им А не почему дать вы не возможность? стали тренером? Ну, я не знаю, тут, тут трудно сказать. Поэтому, понимаете, дело в том, вот я все время своим ребятам молодым говорю, вот вы хотите быть тренерами, да? Ну, возьмите вот нашу историю футбола. Дело в том, что, допустим, тот же Лобановский, тот же Бесков, они брали у кого? У старших тренеров, которые тренировали раньше, там, у Качалина, там, у других. Потом они взяли. Потом у Бескова, у Лобановского там, взяли других, как Романцев, как Газаев, Да. как Семин. Понимаете, они по этому пути шли. Но сейчас ребята молодые приходят, я говорю, зачем вы как что-то ищете совсем другое, оттуда что-то берете. Ну вот у вас есть. Сами иностранцы, которые, когда вот некоторые ребята приезжают на стажировку, да, там, допустим, в Италию там, или в Германию, они говорят, а чего вы сюда приехали? Они говорят, как стажироваться? Они говорят, зачем? Мы у вас стажировались, у вас был Бесков, есть Лобановский. Понимаете, зачем вы приезжаете сюда? Они учились на них. Так вот я и молодым говорю, не надо оттуда брать. Ну мы не будем никогда ни бразильцами, ни испанцами. Ну у нас в крови никто, понимаете. Да, да. Научить, да, что-то там играть, так как Бесков научил, Лобановский, как Олег Иванович Романцев научил, да, чему-то там. Но у нас совсем другой менталитет, понимаете. Поэтому вот они должны учиться на тех людях, которые их тренировали. Ну, вы постоянно в контакте, да, со Спартаком? Да, постоянно. Вы знаете, вот спасибо там им, Спартаку, да. Дело в том, что вот у нас есть восьмерка, которую мы вот каждые 3 месяца собираем с руководством Спартака, вот, с генеральным директором, там, со спортивными директорами, собираемся, разговариваем, обсуждаем. И Спартак, они молодцы, они много делают для ветеранов, понимаете. Вот. И, естественно, мы выдвигаем, допустим, свои, ну, как не требования, а пожелания, Да, знаете, да. как, ну, в общем-то, они думают. Смотрят. Поэтому у нас общение есть. Учитывается, да, все это? Ну да, они иногда учитываются, понимаете. Мы вот сделали, допустим, ребятам, ветеранам пенсии, понимаете, они сделали, молодцы, мы им только благодарны, допустим. Тьфу-тьфу, у кого-то случается там болезнь, да, выделяет материальное на операции, на это. Также, еще раз скажу, кто там умирает, там, чтобы памятник поставить, выделяет. Поэтому обижаться на руководство тут нельзя. Да. Ренат Файзахманович, в начале передачи по-таджикски начал говорить о том, что когда я учился в 5 классе, я написал письмо Ринату Досаеву. Ну, конечно, огромная страна, так, десятки тысяч пишут Досаеву письмо, кумир миллионов. Я тоже не получил обратно все, ответ свой. Я уверен, что в Таджикистане очень много людей, которые вам писали письмо и не получили своего. Сейчас есть возможность... Возможность, пожалуйста, я отвечу. Так что. В общем, вы что хотели ответить нам? В общем, мы там, конечно, там пожелали вам да, здоровья, удачи. Знаю, Вообще-то вы чувствовали, что вам пишут все это? Нет. Доходили до вас письма? Нет, ну некоторые доходили, некоторые нет. Некоторые, да? Да, некоторые я читал, некоторые доходили, некоторые нет. Но, вы понимаете, я всегда говорил и буду говорить. Первое, Астрахань сделала меня человеком, Астрахань сделала, ну и плюс там ребята и тренеры сделали меня великим футболистом. Ну и вы, все болельщики, тоже причастны к тому, что я стал великим вратарем. Почему? Потому что ваша поддержка, то, что вы любили меня, то, что вы любите, и то, что вы переживали за меня, это мне давалось все благодарность. Почему? Потому что я всегда Бесков говорил, вы выходите на поле, как артист, вы должны играть в хороший футбол и доставлять удовольствие зрителю.
которые приходят на трибуны или которые смотрят по телевизору. Поэтому я выходил ради вас и доставлял вам удовольствие, потому что я всегда чувствовал за собой поддержку за спиной, понимаете. Поэтому вам всем большое спасибо, благодарность и счастья вам, всего самого лучшего, удачи. Огромное вам тоже спасибо. دوستان عزیز، من آن چیزی که 40 سال پیش آرزویش میکردیم اینک و آرزویمون رسیدیم. رینات فیض رحمانویچ دسایف، داستانی زنده فوتبال اتحاد شوروی و روسیه، داستانی که همه وقت آرزو میکردیم که حداقل با اون نزدیک شویم و البته دست فشاری کنیم. و من میفهمم بسیاری احساس بسیاری از بیننده ها رو که حال حاضر برای ما حسد میبرد، اما زمانی که رینات فیض رحمانویچ برای همه ما و شما بعد از این قدر سالهای زیاد احسن و آفرین گفتن و تشکر گفتن، فکر میکنیم ما همه جواب نامه های خود رو گرفتیم. Вам огромное спасибо, Ринат Файз Рахманович. Еще раз добро пожаловать в Спасибо Таджикистан. большое. Спасибо. سلامت باشید. دوستان عزیز، در همینجا صحبت ما به انجام میرسد. خیر.